В связи со сложной международной обстановкой в активном режиме проводим совещания и консультации, на которых внимательно рассматриваем текущие вызовы и угрозы стабильности, прорабатываем возможные сценарии нашего реагирования на действия оппонентов и противников. По поручению главы государства Аслана Георгиевича Бжани осуществляем сбор и анализ данных о процессах, происходящих в регионе, проводим предметный мониторинг ситуации. Сегодня в евразийском пространстве отмечается повышенная геополитическая напряженность. Ключевой точкой напряжения остается, безусловно, Донбасс и Украина. Кроме того, беспокойство вызывает недавний приграничный конфликт между Арменией и Азербайджаном, ситуация в Нагорном Карабахе, а также приграничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном. События последних недель унесли жизни сотен людей в этих зонах конфликта. Ситуация с Приднестровьем также остается весьма взрывоопасной. Вокруг России последовательно создается так называемое «огненное кольцо». За последние годы сценарий цветных революций, военных конфликтов последовательно разыгрывается коллективным Западом в целях сдерживания России. Особую роль в политике сдерживания всегда занимало расширение НАТО на восток. В постсоветский период экспансия Североатлантического альянса, нарушающая все договоренности, создает все новые угрозы безопасности и подрывала доверие к Западу. Соединенные Штаты Америки никогда не скрывали своих истинных устремлений по отношению к России и Евразийскому региону. Об исключительности США, сохранении американской гегемонии через попытки ослабить Россию посредством дестабилизации обстановки в Евразии открыто писал бывший помощник президента США по национальной безопасности, в прошлом одна из ключевых фигур американской внешней политики Збигнев Бжезинский. Цитирую. «Америка в настоящее время является единственной супердержавой, а Евразия – центральной ареной мира. Следовательно, изменение в соотношении сил на евразийском континенте будет иметь решающее значение для мирового главенства Америки, а также для ее исторического наследия. Ближайшая задача заключается в том, чтобы удостовериться, что ни одно государство или группа государств не обладают потенциалом, необходимым для того, чтобы изгнать Соединенные Штаты из Евразии или даже в значительной степени снизить их решающую роль в качестве мирового арбитра. Без Украины Россия перестает быть Евразийской империей». Уважаемые друзья, сейчас мы услышали пошаговую инструкцию, сформулированную еще в 1997 году и реализованную на практике.